Краеведческий музей имени Серго Орджоникидзе находится на окраине сельского поселения Мужичи в бывшем здании Дома культуры и функционирует с 1940 года. Конечно, помещение требует хорошего ремонта. Кроме того, оно почему-то не отапливается. Здесь очень холодно и сыро. Но понемногу забываешь об этом, когда начинаешь знакомиться со всем собранным историческим редким материалом. Такое ощущение, как будто незаметно попадаешь в прошлое. То есть музей этот полностью выполняет свою основную миссию. Музей у нас, хотя небольшой, она экспонируется у нас из 3 отделов. Первый отдел рассказывает историю ингушского народа со времен Бронзового века и кончается показом интерьера Сакли, рассказывающий быт ингушей. Второй отдел у нас относится к советскому периоду, где отражается борьба горских народов за советскую власть. Годы гражданской войны под руководством Серго Орджоникидзе. И третий отдел у нас есть уголок природы, рассказывающий про диких животных, обитающих в наших горных местах. И с правой стороны этого уголка у нас детско-юношеские годы Орджоникидзе и его ранняя революционная деятельность. Как нам рассказали сотрудники музея, здесь хранятся экспонаты из раскопок известного в научном мире лугового могильника первого тысячелетия до нашей эры, очаге знаменитой ингушской культуры Бронзового века, именуемого Кабанской. Кроме того, здесь собраны предметы быта, украшения, оружие, принадлежавшие местным жителям в глубокой древности. Некоторые из них датируются 3-4 веком до нашей эры, а совсем недавно коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. Житель села Плиева, Калоев Хусен, нам принес вот эту корзину, плетеная корзина, еще там есть эти кухонная утварь тоже. Несмотря на некоторую отдаленность от центра, здесь всегда бывает достаточно посетителей. Сегодня, например, на экскурсию пришли учащиеся местной школы. Очень часто прихожу в этот музей. Мы еще и с классом сюда приходили. Мне очень нравятся экспонаты этого музея. Мы можем много узнать, приходя сюда в этот музей, узнать много историй нашего народа. Через какое-то время мы обязательно посетим этот музей снова. И, конечно, искренне верим, что следующая наша поездка порадует новыми экспонатами, собранными историческими материалами и подключенным, наконец-то, отоплением. Потому хотя бы, что музею требуется особый температурный режим, без которого вся эта прекрасная коллекция может просто погибнуть. Марина Баркинхоева, Мадина Марзиева, Осман Маматеев.